Весной 1943 года, после наступления Красной армии и контратаки немцев, в центре Советско-Германского фронта на востоке Украины образовался выступ шириной в 200 и глубиной в 150 километров. Курская дуга. Немцы начали наступление на город 5 июля со стороны Орла и Белгорода. Наступательную операцию нацисты назвали «Цитадель». Их встречали войска Центрального и Воронежского фронтов. Вермахт планировал окружить, разбить и уничтожить войска Красной армии в районе Курска. По словам Гитлера, победа под Курском должна была послужить факелом для всего мира. Но продвинуться немцы смогли всего лишь на несколько километров. Похороны немецких планов начались 12 июля в битве под Прохоровкой. В 8 утра 1200 танков Красной армии и Вермахта двинулись друг к другу. Командир советских соединений Павел Ротмистров отправил в бой 4 танковых корпуса. Встающее солнце слепило немцев. Это позволило красноармейцам подобраться к врагу почти вплотную и лишить их преимущества в дальнобойности. К 2 часам пополудни Красная армия начала теснить противника. К вечеру танки Вермахта отступили примерно на 10 километров. Окружить и уничтожить нацистов не удалось, но победа осталась за нами. За этот день нацисты потеряли около 350 танков. Красная армия перешла в контрнаступление 12 июля на Орловско-Курской дуге. Войска Брянского фронта, Центрального фронта и Западного фронта теснили противника на северо-запад. За первые 2 дня операции под названием «Кутузов» красноармейцы вошли в оборону противника на глубину от 8 до 25 километров. 29 июля немцы покинули Болхов. А уже 5 августа красноармейцы разорвали узел обороны нацистов в Орле. В честь этого события, а также освобождения Белгорода на другом участке Курской дуги, был дан артиллерийский салют. Разгромленные под Орлом нацисты потеряли более 130 тысяч человек, сотни танков и самолетов. Контрнаступление, операция под названием «Полководец Румянцев», началась 3 августа 1943 года. Уже через 2 дня нацистов выбили из Белгорода. 13-го начались бои за Харьков. Немцы укрепились в городе и огрызались контратаками. Но советские войска выкурили врага. 23 августа в 2 часа ночи красноармейцы начали штурм Харькова, и к рассвету город был освобожден. Отступая, немцы потеряли около 52 тысяч человек и множество техники. После победы под Курском Красная армия окончательно перехватила инициативу. Поражение нацистов стало неизбежным. Победу в Курской битве свой неоценимый вклад внесли воины-якутяне. Известные герои Якутии прошли боевой путь на Курской дуге. Это прославленный снайпер Иван Николаевич Кульбертинов и ставшие впоследствии героями Советского Союза Краснояров Клавдий Карпович, Лонгинов Владимир Денисович, Колбунов Владимир Акимович, Космачев Михаил Михайлович, Кузнецов Григорий Дмитриевич, Парахин Ефим Данилович, Сапожников Владимир Васильевич, Симаков Иван Николаевич, Стрельцов Виктор Николаевич, Тепляков Мартын Пантелеймонович. В тяжелых боях с фашизмом в Курской битве погибло 985 якутян. Курская битва стала одним из самых ярких эпизодов Великой Отечественной войны. Благодаря силе духа, воле и бесстрашию наших защитников проложила путь к великой победе над фашизмом в Великой Отечественной войне.